Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана сменил хакима города Мары и ряда хакимов и трапов Марийского вилаята. Делегаты Туркменистана участвуют в 9-м Каспийском медиафоруме в Астрахани. Давлетжан Яхшемурадов вышел в финал Гран-при ПФЛ в полутяжелом весе и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должностей хакимов нескольких этрапов Марийского вилаята и города Мары. На должность хакима города Мары назначен Какагельды Сарыев. Администрацию Векильбазарского этрапа возглавил Даян Чатамурадов. Главой Тахтабазарского этрапа назначен Мухаммед Сердар Аширов. Делегация Туркменистана участвует в 9-м Каспийском медиафоруме, который проходит в Астрахани. В рамках форума запланированы пленарное заседание и 5 тематических сессий. Участники обсудят развитие цифровых технологий в искусстве и медиа, новую жизнь традиционного искусства и кино как универсального языка коммуникации. Также состоится встреча представителей информационных агентств стран Прикаспия. На форуме подведут итоги традиционного конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ». Посольство Туркменистана в Республике Беларусь организовало торжественное мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Мероприятие прошло в здании Белорусского общества дружбы. В Алматы прошел региональный тренинг по вопросам образования культурного наследия для учителей сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в Центральной Азии. В мероприятии приняла участие делегация из Туркменистана. Ключевой темой мероприятия стала интеграция культурного наследия в процесс школьного преподавания с целью повышения качества образования и осведомленности о значении живого наследия. Новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показывает, что неблагоприятные условия труда могут негативно влиять на здоровье сердца. Ученые на протяжении 18 лет наблюдали за почти 6 тысячами офисными работниками обоих полов, изначально не имевших проблем с сердечно-сосудистой системой. К завершению исследования было зафиксировано 186 случаев мерцательной аритмии. Результаты показали, что у сотрудников, регулярно перерабатывающих, риск развития мерцательной аритмии на 83% выше по сравнению с теми, кто работает в нормальном режиме. Известный турецкий актер Бурак Озчивит готовится к своему первому появлению в российском кино. Озчивит сыграет одну из ведущих ролей в новогодней комедии «Елки-11». Партнером Бурака Озчивита по съемочной площадке станет Рузиль Миникаев, известный по сериалу «Слово пацана». Ахал успешно стартовал в 3-м круге чемпионата Туркменистана по футболу 2024 года. В рамках 19-го тура команда одержала победу со счетом 3-0 над Ашхабадом. В составе победителей голы забили Мейлис Дениев, Эльман Тагаев и Хакмухамед Бешимов. Благодаря этой победе Ахал набрал 37 очков, сравнявшись с идущим на 2-м месте Алты-Насыром. Сегодня состоятся еще 2 матча 19-го тура. Аркадак примет Шагадам, а Нибичи встретится с Капитдагом. Давлетжан Яхшемурадов из Туркменистана и американец Импа Касанганай встретятся в финале Гран-при ПФЛ в полутяжелом весе, где на кону будет стоять чемпионский титул и приз в $1 миллион. Сегодня утром в Голливуде состоялся турнир PFL-8, в рамках которого Яхшемурадов одержал победу над австралийцем Робом Уилкинсоном единогласным решением судей. Это была его 6-я подряд победа и 3-я в PFL. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.